На окраине села горит лес. Сообщение от участкового лесничего сельского поселения Галашки на пульт единой дежурно-диспетчерской службы поступило в 11 часов дня. К месту происшествия немедля прибыли пожарные расчеты. Впрочем, до их приезда в борьбу со стихией вступили лесничие с подручным инвентарем. Их задача – удержать огонь от распространения до подхода основных сил. Сценарий учений можно описать коротко. Все катастрофы в одном месте. Действия максимально приближены к реальности. Ликвидации пожара очень важно налаженное взаимодействие всех участников. Поэтому, чтобы отсечь огонь от основного лесного массива, очаг возгорания безостановочно заливается водой. Основная задача таких учений – потушить огонь до того, как он перекинется к живому массиву. Для лучшей координации действий пожарных и лесников в небе работает беспилотник. Если с высоты птичьего полета оператор обнаружит новые очаги возгорания, он оперативно передает информацию огнеборцам, что особенно важно при лесных пожарах. Мустафа Костоев работает в Галашкинском лесничестве больше 20 лет. Со стихийными возгораниями сталкивался не один раз. Справиться с ЧП помогают именно такие учения. Низовой пожар, верховой холцоус. Твердолиственный, твердолиственный, хойный пород, демчи, вот как халлов жерах маят. Следующий низовой пожар, пожар даю в каком месте присутствует мчар, бог хабул бибез, дабул бибез. Из мастерик таган амдеш сахал, чекуан тунак доля бог. Так, соответственно, в рамках противопожарных мероприятий минерализированные полосы, противопожарные дороги, ремонт противопожарных дорог, масна должен аншлаги ставим. Так, с бог сбежишь бог бокас, хаз бабач бог в рамках лесохозяйственной деятельности. Быстрая эвакуация пострадавших – еще одна из главных задач спасателя. Как это можно и нужно делать, сегодня видят все. В масштабной операции участвуют более 60 сотрудников МЧС, Минприроды и подведомственных им учреждений, лесничеств и лесопожарных центров. В реальной жизни на координацию совместных усилий времени практически нет, поэтому важно все заранее предусмотреть и отработать. Эффективность таких учений уже есть эффекты, потому что каждый человек уже знает свою задачу, уже поставлена задача. Есть старшие группы определенные, которые назначены на эти группы. Есть уже определенная расстановка, есть план, есть уже какие действия надо предпринять. В зависимости от ветра, в зависимости от погодных условий. Уже люди уже более адекватны, более уже, как вам сказать, более уже научены этим системам, как локализовать и ликвидировать пожары, лесные пожары. Были привлечены силы и средства заповедника РЗИ и службы жизнеобеспечения района. Соответственно, полиция, соответственно, личный состав и добровольцы, волонтеры от администрации района. Данные учения у нас, если оценивать на оценку удовлетворительно, потому что еще очень много работы, очень много моментов, которые надо отрабатывать, которые в дальнейшем также будут прорабатываться, и подобные учения будут дополнительно еще проводиться. Организатор учений Минприроды региона. Здесь также можно увидеть и оценить действия новинки автопарка. К примеру, этот малый лесопатрульный комплекс просто незаменим при тушении ландшафтных пожаров. Поможет быстро ликвидировать небольшие очаги возгорания, либо сдержать огонь до прибытия основных сил. В целом ситуация по природным лесным пожарам у нас она достаточно хорошая по республике по сравнению с иными субъектами. В этом году у нас ни одного лесного пожара не было зафиксировано, благодаря тому, что постоянные патрулирования проводятся по территории лесного фонда. Они усилены уже в свете того, что пожароопасный сезон у нас и по стране, и по республике. С этого года у нас эта работа будет организована более качественно, потому что в этом году стартовал национальный проект «Экология». В рамках этого национального проекта «Экология» у нас планируется за 3 года приобретение, оснащение специализированных наших лесопожарных учреждений специальной техникой. Чтобы знания, полученные на таких учениях, пожарным не пришлось применять на практике, Комитет по лесному хозяйству и МЧС призывает жителей соблюдать меры противопожарной безопасности. Жарадат Хулухоева, Магомед Белакиев, Новости 24.